Или по каждому муниципалитету, если есть такая надобность, да? Да. То есть, в принципе, средний сбор у нас собираемости неплохой. То есть в январе, как правило, в любой сфере падают платежи. У нас по январю средний платеж по республике в коме составил там в пределах 40%, а так у нас 65-68% сбора взносов на капитальный ремонт. Значит, по Ухте, да, в целом, то есть пройдусь по каждому муниципалитету. По Ухте по программе к нам, к региональному оператору, пришло 1072 дома. Из них выставлено 50 тысяч лицевых счетов, начислено 24,5 миллиона. По Коптеровскому району к нам пришло 109 домов, лицевых счетов у них 1052, начислено 564 тысячи. По Сыктывдину к нам пришло 159 домов, из них лицевых счетов 2000, начислено 1 миллион. Вот, кстати, в Сыктывдине можно было бы отметить, что у нас на сегодняшний день есть проблема по предоставлению информации по Выборгу. Сыктывдин предоставил данные по имуществу в казне только в феврале месяце. Поэтому у нас шли большие накладки. То есть, например, тоже я принимала участие в прямой линии, мы с фотоманой проводили, и общественников собирали в здании администрации, объясняли. То есть у нас привело к тому, что у нас не хватало площадей данных, где-то были данные, то есть управляющая организация тоже совместно нам помогала, мы вместе работали, были данные, но вот данных площадей нам не хватало, и в итоге людям приходили нулевые квитанции, потому что не было площади, и взнос ни на что не мог умножиться, поэтому приходили нулевые. То есть вот здесь тоже была такая проблема у нас. По Усть-Лыме у нас 270 домов, к нам пришло лицевых счетов 8900, начислено 3,5 миллиона. В Усть-Куломе 104 дома, 976 лицевых домов, начислено 493 тысячи. По Сыктывкару 1586 домов, из них данные по муниципальной казне, которые мы обрабатываем, ну они же все равно обрабатываются, да, это 1361 дом и 9 домов, которые мы обрабатываем в части физических лиц. Всего у нас должно быть лицевых счетов порядка 20 тысяч, но на сегодняшний день у нас выставляется порядка 200 лицевых домов, поэтому по данным физических